В детской музыкальной школе города Куровской состоялся юбилейный вечер композитора, автора песен, преподавателя Михаила Широкова. На концерте побывали его коллеги и почетные гости. Для музыканта, профессионала, я поздновато попал в музыку. Я учился в 6 классе, а у меня дядя был скрипачом. Я услышал, как он играет, и загорелся. И поступил в музыкальную школу. Михаил Широков, попав поздно в музыкальную школу, закончил ее экстерном за 4 года. За один учебный год проходил программу 2 классов. После школы ноты и игру на скрипке пришлось поменять на кирзовые сапоги и танки. В армии я был танкистом, механиком, водителем средних танков и служил в почетной Таманской дивизии парадной. И, конечно, самодеятельность вся была на мне. После армии Михаил Александрович поступил в Коломенское музыкальное училище, где стал первым его выпускником с дипломом под номером 1. Здесь его заметили и пригласили служить в Карельский музыкально-драматический театр. Однако потом обстоятельства сложились так, что молодому музыканту пришлось переехать в Московскую область. Стал преподавать в Куровской музыкальной школе. Думал он всего на пару лет, остался на всю жизнь. Здесь у него родился сын Никита, который пошел по стопам отца. Вот мой сын. С Кобзонов пел, с Галсу, с Баском, со всеми, как сказать, известными артистами. За 40 лет педагогической деятельности он научил сотни детей не просто играть на скрипке, но и духовно воспитал, учил ценить красоту искусства, умел вдохновить воспитанников. Очень талантливый, одаренный человек, эмоциональный, добрый. Я пришла в 6 лет. Училась, отучилась, закончила школу музыкальную и поступила в училище музыкальное. Окончила училище и сейчас на 5 курсе еще остался год. И вот, собственно, заканчиваю уже высшее образование. Михаил Широков вырастил более 1,5 десятков профессионалов. Для педагога это много. В день празднования 75-летнего юбилея в дорогом сердцу зале музыкальной школы прошел творческий вечер Михаила Широкова. Здесь собрались его ученики, коллеги, родители, поклонники творчества и гости. Каждый по-своему влюблен, наверное, в Михаила Александровича. Кто-то влюблен в него как в педагога, кто-то как музыканта, кто-то просто как хорошего, доброго человека. Мы достаточно много, можно сказать, работали вместе, когда Михаил Александрович был членом Совета депутатов города. И сегодня Михаил Александрович, как и раньше, не остается никогда в стороне от всех тех вопросов, которые сегодня приходится решать и в общественно-политической жизни города. Конечно, за это ему огромное спасибо. Та музыка, которая сегодня звучит, вот именно от вас, от ваших учеников, она, я уверен, что каждому сидящему здесь придает огромное количество энергии, радости и какого-то такой бодрости духа. Все жители Орехово-Зуевского района, конечно, не раз слышали ваше выступление, приходили, но вы настоящий такой восторг от того, как вы играете, от того, что вы делаете, как много учеников у вас. Татьяна Москвина в торжественной обстановке вручила почетный знак заслуженного работника культуры Московской области. В день своего 75-летия Михаил Широков не остался в стороне. Он выступал вместе со своими учениками и коллегами. Музыка и искусство для него – жизнь. Ни возраст, ни житейские проблемы, ни политические события не могут его разлучить с главной любовью. Ведь именно искусство и красота спасет мир. Мечтаю, чтобы в стране порядок наладился, наконец-то. Вот мечталось бы, чтобы народы снова собрались в единый кулак и жили в дружбе. Вот. Ну, мечтаю, чтобы люди, конечно, хорошо жили. Но красота спасет мир. Вот. Поэтому наше дело, как говорится, участвует в спасении мира. То есть красота наша спасет мир.